Судьба единственного моста, связующего микрорайон за каналом в Назране с городом, волнует сегодня всех местных жителей. Появилась информация, что власти собираются его закрыть и проложить новый уже на другой улице. Но объезд по новому маршруту жителей не устраивает. Окольный путь лежит через ямы и ухабы. Дорога полностью разбитая. Мы 40 лет стояли в очередь на эту землю. Наконец-то мы его получили. И наконец-то мы добились, чтобы у нас здесь был мост, как-то люди, чтобы проходили, чтобы в школу ходили. Вот рядом школа, я там работаю. Мне легче всего вот так проезжать сюда, в эту школу. Очень много людей здесь живут сейчас. Ну, как можно сегодня мост убрать? Здесь, наоборот, надо еще дополнительные мосты сделать, чтобы людям было полегче здесь жить и как-то обустраивать. Тем более у нас здесь инфраструктуры вообще нету. И так мы на инфраструктуру сами деньги ложим. Это воду, газ, все прокладываем. Ну, я даже удивился, когда я услышал, что здесь хотят мост убрать. Это вообще кощунство. Мост Движение по этому мосту активное. Машины проезжают каждые несколько минут. Это учитывая выходной день. А в будние дни поток в несколько десятков раз больше. К слову, сам мост в свое время жители проложили самостоятельно. До 2006 года эта территория была большим пустырем. И лишь когда люди стали получать здесь земли, жильцы стали облагораживать местность. Сегодня микрорайон по численности не уступает, к примеру, сельскому поселению Али-Юрт. Для разъяснения всех назревших вопросов на встречу к жителям приехал заместитель главы администрации города Назрань Муса Харсиев. Информацию о закрытии моста представитель мэрии не подтвердил. По его словам, речь идет лишь об ограничении въезда по мосту грузовых машин. Здесь будет установлен ограничитель, но легковые машины смогут с легкостью проезжать, как и раньше. Администрация города вообще не ставился такой вопрос, чтобы ликвидировать этот мост. Почему? Потому что здесь уже идет освоение части территории. Есть дети, которые через этот мост переходят в старую часть города, школы, детские сады и другие. Но администрация города Назрань ставились условия такого рода, что будут произведены ограничения эксплуатации этого моста. Ограничения в том виде, что тяжелая техника, как мы здесь видим, здесь территории осваиваться, и железобетонные, транспортные и тяжелая техника, там, где идет строительство, она эксплуатировалась до сих пор именно этой техникой. Нами будет поставлено ограничение для проезда такой техники, но стационарные машины скорой помощи и пешеходы будут использовать. С таким положением дела жители согласны. Тем более, что грузовые машины не так часто встречаются на этом мосту. Грузовой, вот есть ясно. Грузовой, это проблем нет. Адак, мост, адак, если адак, там есть, синодак, еще это Россия, охрану зону, 35 есть, ну, это центр канала. Он может хакаяк езжит, адак. Дахит волос, мост. Нет, я имею, нет, المشاعر حتى يجينا كل كان واحد نوع توصل جد تغن ساعد يري قان دي قد عدته سنك كرتي ودن حق ولا كويس Впрочем, на этом беседа горожан с представителем мэрии не закончилась. У жителей много вопросов, и связанных с коммуникациями, а именно постоянные перебои со светом и водой. По словам представителя администрации города, все эти жалобы будут донесены до вышестоящих инстанций. Амина Волкова, Асхаб Белакиев, Новости 24.